Вот так сейчас выглядит вот наша мусорка. Это мусорная площадка рядом с селом Новая Михайловка. Но назвать площадкой это место уже невозможно. Сухие ветки, ботва, сантехника, старые шины. Несколько квадратных метров завалено хламом. Как мы видим, все разлетается на поля. Жители говорят, окраина села превратилась в одну несанкционированную свалку. И так с конца лета. Именно тогда убрали контейнеры. До этого вывозили крупногабаритный мусор сюда. Здесь стояли 2 контейнера. Вот специально оборудованная площадка. Да, была. И, получается, сюда возили, выбрасывали. Жители до сих пор привозят мусор сюда. Больше некуда, говорят они. Сжигать нельзя. Контейнеры убрали. И поэтому вот такая проблема сейчас в данный момент. Вот хотим бороться с тем, что происходит. И пока решений никаких не находим. Мусорные контейнеры появились здесь 3 года назад, когда в стране началась мусорная реформа. Небольшой контейнер, ну как бы может. Как тележка. Естественно, кто-то один приедет, вот такие ветки выгрузит, места уже положить нету. Начинает валить сюда, естественно, ветром это все раздувается. Может, поэтому контейнер только убрали. Привозят сюда мусор и из других сел Сулеева, Шарлама, Урсалабаш. Жители неоднократно говорили, что нужно установить дополнительные баки, но в итоге их убрали вовсе. На 4 деревни этих контейнеров очень мало. 2 – это очень мало контейнера. И хотелось бы, чтобы было их поболее. И такого, наверное, бардака в деревнях не будет. Мы хотели бы, чтобы вернули контейнеры и почаще вывозили. То есть, если в месяц раз они там вывозят, этого мало, из-за этого мусор копится. От безысходности вот наш овраг превратили в свалку, потому что некуда девать мусор. Это уже другой конец села и еще одна большая свалка. Людям деваться некуда, мусор нужно куда-то вывозить. Он же не будет как бы в дворах же складываться. Поэтому они начали возить, видимо, во враге. Жители рассказывают, за вывоз мусора они платят ежемесячно 108 рублей с человека. Раз в неделю приезжает мусоровоз и собирает отходы из частного сектора. Глава поселения, он говорит, что еженедельно отправляется к вам мусорка. Ездить-то она ездит, конечно, но бывает такое, что и не сигналит, и не услышишь. Или сломано так вообще нету, ну вы пришлите ее тогда в следующий день, понедельник какой-то. График у них, конечно, бывает всякий, но бывает, что и не слышим, и мусор-то опять же собирается. Почему убрали мусорные баки, как теперь быть жителям, и можно ли чаще вывозить мусор, как того просит население? С этим вопросом мы обратились в компанию «Гринта», региональному оператору. Здесь нам сообщили, площадку закрыли из-за несоответствия санитарным нормам. Должно быть водонепроницаемое основание, ограждение по периметру, защита от ветра и контейнеры с крышкой. Были предписания от надзорных органов, ну то есть от экологов, но как раз таки, что вот эти некоторые бункерные площадки, то есть не соответствуют санитарным требованиям, ну их короче, то есть по решению этих самых надзорных органов, чтобы не было штрафов, их ликвидировали. То есть за организацию места накопления ТКО по закону, то есть согласно законодательству Российской Федерации, то есть несет ответственность собственник земельного участка. Это вопрос в зоне ответственности органов местного управления. Как местные власти намерены решить проблему? Ведь в 4 селах, оставшихся без мусорных баков, проживают 1500 человек. Вопрос мы адресовали в департамент экологии. Как здесь сообщили, здесь планируют построить новые площадки уже с требованиями Санпина. Мы хотим расширить существующие площадки. С одной стороны, чтобы сеткой было закрыто, устанавливали площадку для ботвы, для растительных отходов, с одной стороны, с другой стороны для КГМ, а посередине, чтобы на сами бункера это ТБО, бытовые отходы бросали. Здесь планируют установить и видеокамеры. Появится такая площадка лишь в следующем году. Пока жителям предлагают дожидаться мусоровоза в частном секторе. Филюза Ахмедуллина, Рахабибуллин, ТНВ, Альметьевский район.